Доброго здравия, уважаемые лажерхеды, всем привет! Сегодня у нас вечерний стрим, а именно по такой замечательной игре, как Био. Так, вот. В прошлый раз мы очень долго играли, как мне казалось, дошли до финала, но это еще не финал. С учетом того, как меня пиздили, где-то час я потерпел на этом этапе, а потом успешно вскрылся. Вот, ну и я снова здесь. Я в крысу снизил уровень сложности. Я в крысу снизил уровень сложности, вот. Никому не рассказывать. Кому не рассказывать. Значит, говоря, чтобы нервишки поберечь своим. Вот. Ну и, конечно же, потому что я в себя не верю. Так, Бевра, я люблю бачатиков, что за игра? Биошок называется. Биошок. Вот. Для разнообразия вам, друзья, чтобы крыша не ехала. Чтобы стояла не только на танке, а здесь даже телки иногда появляются. Ну погнали. Come on, let's go. Теперь можете отдать приказы? Точно, блядь, я уже и забыл. Знаете что, у меня... Я уже, сука, забыл. По фокусу поедет. И эта моделька поедет по фокусу. Я уже забыл, как играть. Не играл. Знаете сколько? Минут 5. В эту игру. Ладно, осуждаю. Ну ладно, осуждаю. Готовься. Канонерки. Клятие. Канонерки, так клятие. Давай туда, пупашка. Сука, я Коршуна вызывал на него. О. Салют ли? Ну все, он потерял интерес, понимаю. И где твой босс? Они на барже. Понимаю, какой-то обстреличек веселенький происходит. Просто осторожно. Скажи, куда ему лететь? Мы будем ждать, когда Коршуна вызовут. Во. Может случайно называться Коршун, да? Ну, точнее, мой кот. Кто не в курсах, его так госпожа называет. Его так называют... Оп. Его так называют госпожа. Вот, так что котик может появиться с минуты на минуту. И он сегодня, внимание, знаете что? Он настал не установленным месте. Вот под матчом моей кроссовки я был охуенно огорчен. Я был просто охуенно огорчен. Улицы высланы синим. Когда успели покрошить, я вообще не понимаю. Бомжи с автоматов покрошили. Баржи станут кровью. Так, пудель, сложность на базу. Семен, ты мне должен 300 баксов за то, что я натурал. Эх, блядь, если бы мне давали каждый раз 300 баксов за то, что я натурал. Так. Вот так вот давай. И не сможете больше влиять на некоторые игровые достижения. Сука. Не про канала, короче. Про канала. Айо. Вон, тот дирижабль. Ой, ребята, я без трусов, короче. Просто осторожно.
Бля, я забыл, как магией пользоваться, пацаны. И как эта хуйня называется? Меня высали. Вроде на правую клавишу. Оп. А когда у них головы, конечно, пялить тяжелее. Да пошел ты. Ну. Мне надо автомат, курва. Ладно, понял. Не, знаете что, я очень сильно туплю. Я могу призвать соловьев. Очень сильно туплю. Бей, пока на нерве. Пашка, давай помрешь. Курва. Ай, блядь. Интересно, у него сзади меньше брони? Да. Дерьмовая. Ничего не нашла. Букер, зови его. Крюкер. Этот бомж добрал. Так, глаз уничтожил механизмы флагмана. Сейчас вы можете продолжить игру с последнего. Хорошо. Знаете что, мы будем вызывать коршуна на этих ублюдоидов. Ракета, Букер. Пулеметами это будет самая нормальная тема. Букер, скажи соловью, куда Букер, сюда! Народники! Соловей гей-бойник. Ты на нем до острова монумента. Соловей гей-бойник. Fuck you. Тут ты взялся вообще. Букер, канонерки! Готовься. Свободу, Анджели Дэй. Соловей готов! Так, сюда, да. Ебаный рот, я что-то не туда запрыгнул. Сними канонерку. Я что-то рамсанул. Ты знаете, что, возможно, это ключ к победе? Абсолютно. Букер, лови! Спасибо. Они на барже! Под нами баржи Абадуну. Куда А его кто меня ёбнул? Ну, Бей, пока на нерве. два. Это еще не конец! Ты еще не конец. Fuck you. Fuck you, РП. Ну, надо хавать урон побыстрее, блядь, это у меня дела, честно говоря. Где там его? Ах, иди с ним.
Они залиты светом. кровью и нашими слезами. Но сегодня наши слезы станут золотом. Где-то здесь бомж должен быть. Нет, бомжа нету. А почему? Дирижабль! Так, мы не вызываем на него, да? Мы сейчас будем делать вот так вот. Да-да-да. Патриот! Вон там! Абсолют лев. Абсолют лев. Бля, пиздец, еще один. Они сильно вас много, мальчишки? Ёбаный хуй. Я понял. Ну, эксперимент, очевидно, неудачный. Букер, он готов! А, все, понятно. Сюда. Сюда. Так, а где бомб? Срочно надо автомат. Куда его отправить? Сними канонерку. А, блядь, все опять бомжи прилетели, сука. Картина, бомжи прилетели. Помни о сфинктере. Букер, лови! Спасибо. Постараюсь найти еще! Букер, зови его! Вон, тот дирижабль. Просто. Давай, давай, возьми. Открой. Чего они ждут? Ай, бля. Вы знаете Роха. Хорош. Не нравится мне это. Хорошо. Главное помнить о сфинктере, пацаны. Иное не важно. Ай, бля. Берегись, патриот! Соли, лови! Соловей ждет букер. Лови гейбойник. Букер, ракеты! Но. Все, что есть, пожар! Ай, бля. Хереть, он сразу две ракеты прислал, пацаны. Давай-ка соси, дружок. Пиздец. Я могу помочь! Хьюстон. У нас Я только что от Регениса поймал по еблу. Я могу призвать соловья, букер! Куда?
Ай, бля. Кто меня настреливает? Как он танкует ракету, кто шарит, пацаны? Мне просто интересно. Целка там рядом бегает. Давай нарезайся уже. Хорошо. Патроны, Букер. Возможно, с ракетницей бегать не лучшая затея. Свиножабль. Он что, Бычислав подрегенился? Ага. Кто меня так настреливает? А? Под нами баржи Абадона. Срочно их жопы лутать. А что? Не понял. На носу корабля под Лизу встретить. Сделать Лизу на носу корабля. Значит что, похоже, мы эту ебланскую миссию допрошли. Ну, по крайней мере, так далеко Гачислав еще не заходил. Слушайте, а здесь тоже есть сейф. Или меня дальше не... Ну ладно, пофиг. Будет тайтеник тут. Подойди. Что? Что это такое? Разъебай тонк. Ты можешь приказать Соловью все разрушить. Уничтожь Сифон. Ты этого хочешь? Только Алис так мы найдем разъебай правду. тонк. О моем пальце. Правда всегда одна. Обо всем. Но у каждого своя. Ну и чё, приказал ее разрушить. Бля, мне надо прицел какой-то, наверное. Снеси все. Все до основания. Свисток. Вот так вот. Свисток богов. И что же там будет? Ай, бля. Хотя бы привязались бы с этим. Свисток! Элизабет! Проебал свисток, долбоеб. Элизабет! Я потерял контроль, она нападет! Нихуя себе, имба. Где Ай, он? бля. Где он? Пиздец. Под воду. Соловей подводник. Я здесь. Я с тобой. Слишком много поворотов сюжетных. Дед не успевает закидывать попкорн. Так, чё за хуйня опять? Убийца здоров. Мы допроходим игру. Мы допроходим игру. Ебать, там такое давление, что аж глаз разбывся. Элизабет, прости. Театр Трампа. Слушайте, а там водоросли всякие. Что это за место? Элизабет, Это дверь. Одна из многих. Да, сейчас будет опять Сюда. хуйта какая-то. в каком смысле дверь? О чем ты? Куда ты идешь? Ну давай же. Это только начало, тут полный Про палец. майнд была, блять. Ты... Сюда. Я думал, тут кинец почти. Ладно, музыка хорошая. Сюда, Букер. Нервики успокаивают.
Нам нужно вот сюда. Зачем? Что происходит? Элизабет, что ты имеешь в виду? Они Это за дверь. просто туда заелись. Я должна показать тебе. Наверняка я об этом пожалею. Но тут как будто бы для этих, для тихих игр комната. Даже под водой плакаты у людей. Fuck you. Знаете что? Сейчас вырублю камеру. Госпожа придет с работы, надо ей дверь приоткрыть. Крюкер. Come on, let's go. Город на дне океана. Вот бред. Но если окна достаточно качественные, может быть и не бред. Нам. Шума так много не будет. Точнее, его не будет вообще. На улице особо не погуляешь. Посмотри только. Тысячи дверей. Открылись разом. Боже, как красиво. Ты про звезды? Не махчума. Ну давай же, давай. Нам сюда. Давай. Пиздец. Ну-ка, ну-ка. Одной сиськи на откроешь? каждого. Без толку. Ну, конечно, она же Я думала, здесь умеет я, наконец, скрывать смогу все контролировать это. замки. Казалось, Что это? это ключ. Откуда он взялся? Он и был здесь, я просто... Белорус окна, да. Нас Витебске делают, кстати. Деревообрабатывающим комбинат. Такое дерьмо, но все-таки. Но все-таки делают. Видишь? Не звезды. Это маяки. Двери куда? Куда угодно. Осталось только выбрать. Это, ну, очевидно, в этот... Назад 2008 в подъезд к пацанам это за маяки? пиво пить. А почему мы... Крыницу моцную. Где такую дверь выбрать? Миллионы миров. Разных и одинаковых. Константы и переменные. Что? Всегда есть маяк. Всегда есть человек. Всегда есть город. Откуда ты знаешь? Я вижу их сквозь двери. Но. Тебя, себя, Колумбию, соловья. В чем-то разных. И в то же время одних и тех же. Константы и переменные. Да, Самое смешное, что теория... Понимаете, можно любую теорию придумать, да? Мироуклада. Но математически доказать, Это же... обосновать точнее, мы плаваем очень в сложно. А разных морях, но теория выходим в мультивселенных тот как же бы мир. математически Начинается всё всегда с обосновано. маяка. Я не понимаю. Вот такой пиздарез. Это произойдет все равно. Биток дешево купить Потому что можно, это да. так. Да какой Это было биток? так. И будет Пиво и чипсы Фомич, блять, в подъезд, мерзнуть с пацанами и бухать. А потом в КДЦ на дискотеку. На Сам дискотеку. решаю, куда идти. Букер. А эти ваши биткоины нам нахуй не нужны. Так, коин. А мы тоже там бегаем. Но. Ёпта. Постой-ка. Опа. Я знаю это место. Опа. Я был здесь.
Секта 20 Клыр. назад, наверное. Отлично. Сразу после войны Значит, пить пиво в прошлом я можно. искал. Быстрей! Времени нет! Зачем ты был здесь? Это, наверное, из первой части какой-нибудь. Готов ли ты стереть прошлое и очиститься от грехов? Готов ли ты родиться Давай, заново? давай, наливай. Возьми меня за руку. Нет, Давай. нет, я не хочу. Но ты ведь уже... По-любому в кармане где-то пластмассовый стаканчик должен быть еще. Ты готов родиться заново Да, и покаяться, да, и отринуть порог? да. Она не современная одета, Хочешь конечно. ли ты покончить с прошлым, смыть все грехи и переродиться в крови Агнца Божьего? Не заебывай, дед. Помой грешника, даруй Постой. ему новую Ешь, жизнь. помой грешника. Нет, Что ты творишь, Левит? убери руки! Сын мой! Ты этого не сделал. Думаешь, купание смоет все мои грехи? Давай-ка валить отсюда. Эти твои двери, разрывы, да? Ну так открой один. Открой в Париж. Я сыт этим по горло. Только Мужик когда уже сам найдем в Париж подход. хочет. Камсток мертв! Нет. Он был здесь. Только в одном мире сдох. Да, осталось еще миллиард. Ну, открываем. Что с моими долгами? Передашь девчонку, и долг будет прощен. Это тот, кто нанял меня найти тебя. Правда. Да? Девчонка за долг. Вариант бабла срубить. Ай, бля. Нет, все не так. Что это? Хазбик. Нет, не было никакого ребенка. Я помню. Нет, ребенка не было. А если бы и был, я бы не отдал его этому типу. Ай, блядь, он, походу, не за той бабой пошел. Вот это надо было. Левит, у нас мало времени. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Даже девчонку, намаляешь щелку. Передаем. Здравствуйте. Ну давай. Нет. Можешь ждать сколько угодно. В итоге ты все равно отдашь ему то, чего он хочет. Откуда ты все знаешь? Я вижу все двери. И У всё, меня что фингал, за кстати. этими дверьми. И за одной из них я вижу его. Камсток. Камсток в крови. Есть выбор. Долг уплачен. Прекрасно. Гопсток отпускает Гопсток. тебе все грехи. Оу. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Не было ребенка. Был договор, что я отправляюсь в Колумбию за тобой. Букет, А все уже. у тебя кровь. Нет, я помню, что я помню. Теперь мы его Артем, здорово, братан. Думаю, Чуть хуже громче точно можно не и громче. будет. Сейчас. Идем. Ну, погнали. Понимаю, сейчас мы опять на маяк Что мы поднимемся. здесь делаем? Камсток мертв. Мы можем просто жить, как жили. Мертв? Слишком много Чей? вопросов. Как леди Комсток? Он жив. Ну, в обед ел. Миллионах миров. Кот на Дудоле в Всё кончится, когда неустановленном он месте. умрет. В Чтобы рамках всё санкций сейчас закончилось. находится. Он должен никогда не родиться. Сделка Разрыв отменяется. становится Слышишь? нестабильным. Верни ее! Порядок, Верни! Порядок? Ты в своем уме? Нет, ты застрянешь посередине, иди! Верни мне Это ее, Камсток. ублюдок! Нихера себе, какой молодой. И Камсток. Нет, нет, нет! Глушите машину! Такой молодой. Быстро! А какое быдло невоспитанное. Нет! А все. Палец остался. Ёбаный хуй. Анна! Ёбаный хуй. Оказывается, вот оно что было. Прости меня, Анна. Исток карма обеспечен, да. Бля.
Бля, Генка. Что? А откуда знаю, ты ж наливала? В морозилке, наверное, лежит. Анны нет. Ты провел в этой Это что комнате означает? наедине с раскаянием. Почти 20 лет. Нихуя себе, Но вот это однажды запой. Пришел человек. Предложил шанс на искупление. Тебя ждал. Шанс того, что мы снова будем вместе. Вот оно чё. Да, ну ты можешь сейчас поесть. Да, правильно поняла. Когда станем, может, в холодильник положить, а то она деревянная совсем. Ну, потому что надо полоснуть ту резиновую хель. Я потереть надо. Я полоснул, надо еще потереть. Она. Думаешь, он сам себя клеймил в качестве наказания? Вот так вот. Не лепится. Нахуй я Что эту сделано, шляпу. то сделано. Вот так. Что сделал? Блять. Блять. Плюха здорово. Блин. Ай, блядь. Ну давайте хоть чуть-чуть, хорошо, минут 10 и в танки пойдем. Ёбаный рот. Она Стрим будет сделана. успешно сорван. Клеймо его властеница, а он наша. Девчонку. Дашь девчонку. Видишь? Он собирает все воедино. Ты тогда Опять девчонку отдал 20 лет запоя. Создает новые воспоминания из старых. Да, мозг адаптируется. Я знаю. Я это пережил. Роберт Квадроберт. И Елизабетенко. Здесь все это началось. Я тебя продал. Продал. К твоей чести ты пытался уйти от сделки. Это все Комсток. Что если я вернусь? Зашибись, убью Комсток его, во всем пока он виноват. ничего не А в сделал? чем он виноват? Все приходит в движение. Как узнать, насколько возвращаться? Остается только одно. Вернуться к моменту его рождения. И задушить сукина сына в колыбели. Сакин сын. Блять, мы сейчас пойдем Комстока пялить. Ёб твою мать. Ну ёб твою мать. Почти до первого сейва дойдем. Очевидно, надо будет заново, наверное, проходить то все. Пойдем в танки. На каком танке вы хотите стрим, уважаемые друзья? Это твой последний шанс, там пишет. Ты уверен, что хочешь этого? Ты уверен, что Придётся. хочешь в танки Только играть? так я исправлю то, что сделал Скоро с тобой. кинет. Я Давайте должен. до конца дойдем. Если это совсем скоро. Букер Дэвид, готов ли ты Что это? родиться заново? Почему мы Готов вернулись? ли Это не то же самое место, очиститься Букер. от Конечно, я грехов? помню. Постой. Готов ли Ты не- навсегда покончить с Ты не- прошлым и Это- начать Кто ты? жизнь с чистого Ты листа, выбрал уйти, омывшись но в иных кровью мирах Агнца ты не ушел. Божьего. Ты принял И крещение покаяться, и родился снова другим человеком. Комсток. Все это должно кончиться, чтобы никогда не начаться. Но не Бля, только в чем этом больше мире, баб, тем но больше во проблем. всех наших. Удушить Иисусе, его в колыбели. помочь Задуши. грешника. Задуши. Даруй ему Прежде чем новую выбрать жизнь. Колыбельный Прежде чем ты чистинг будет, переродишься. пацаны, скоро на экранах. Имя ты возьмешь себе. Он Захарь Комсток. Это совсем Букер верующий. Дэвид. Нет. Я и то, и другое. Ёб твою мать. Толки потопили. Че и Симин нахлебал? Все, бабы начали пропадать, смотрите. Хоть одна останется. Ну, закрутили сюжет. Я в бразильском сериале такое видел. Я так понимаю, Букер тоже помер, да? Из-за того, что все черное.
Иррациональные игры пишут. Ну прикольно, прикольно. Трусы рвутся, видите? Рвутся трусы. Да, мы прошли. Мы прошли. Но погнали в танки. Погнали в танки. Уважаемые трудящиеся, можете даже сказать, на каком танке играть, потому что мне, честно говоря, без разницы. Без разницы. Вот. Скажем, Игорю огромное спасибо за предоставление данной игры. Игра реально толковая. Толковая. Я, честно говоря, был не самого высокого мнения о современных играх. Но уже в который раз приятно удивлен. Там натиск на ледяной медведь, пацаны. Просто осторожно. Что там ешь? Сухари эти грязные? Грязные. Ну, кот там мордой тычал сегодня. Ты ж кота в морду целуешь? Уже не целую. Нассал, блин. Мне, наверное, кроссовок залил. Там продолжение будет в DLC. Ну, как-нибудь на досуге продолжение поиграем обязательно. Биошок. Хочешь поиграть? Да, что ли? Нет, конечно. Ну, потом, может, сядешь поиграть. Они, наверное, не получится. Там продолжение будет, может, оно и скип. Ну, короче, ладно, разберем. Какое продолжение? Ну, там дополнение будет. Будет дополнение. Вот. И я, правда, не знаю, высветится оно, если я заново начну играть. Да. А поехали на ОТТ, бре. Будем на урон играть. Кто против, а кто не против. Хотя не, я думаю, что на нем будет весело, но не всегда. в танки. Мы играем. Ну все, я захожу. Сейчас мы выберем Бебру по душе. Ну-ка, давайте на вот этом дерьме поиграем. Я на нем ни одной катки. Что это вообще такое? И пиарит ли он? Поедем на бабеках? Да, бабеки здесь вроде как православные. О, еще какие. Еще какие. Но для некоторых шалостей мы оставим пространство. Мы оставим пространство для шалостей. Бля, у деда зрение подсело вообще. Скоро, как Баба Ванга. Скоро будем челленджи вслепую делать. Да? Так или не так? Короче, нам все вот это подходит, берем. Так. Садимся на черного властелина и команд let's go. И камон, let's go. Так, 3К АДПМ, ёб твою мать, ничего себе. Многовато. Многовато. А здесь уже приходит и фарм. Так, всем отличного. Да, оно отдельно работает. Я понял. Ну, может быть, мы госпожу туда посадим, она поиграет трохи. Госпожа... Ладно. Пошлые шутки отставить. Отставить. Так, и мобилу поставим на зарядку. Всем прекрасной субботы. Если я не путаю, сегодня суббота. Прекрасных выходных. Отличное время отдохнуть от рабочих будней. Вот, и там... Я всех вокруг. И от всех грязных еретиков вокруг.
Сейчас гляну комменты, которые я успешно проебал. Бля, танк не едет, куда смотреть? Здорово. Антон, здорово. Вроде глянул комменты. Ну и погнали. Надо было бы превьюху еще поменять. Значит что, здесь с тобой нету даже с УМП. Но все, что есть, это очень понтовый внешний вид. Для всех любителей черного, по идее, кот должен подрулить. У меня, короче, кот шарит то, что он черный, как бы это смешно не звучало. И понимаешь, что в темноте его почти не видно. И он зачастую просто в темноту забегает и слейвится там. Либо, причем он не то, что где-то сидит в угол, а он вот просто где темно, вот встал, стоит и все. Типа его не видно. Он нападает на ноги. Скилловичок смарт-эсовец. Не иначе. Round and round. Ай, блядь. Ай, блядь. Собачья упряжка, сука. Ну вот они не по-христиански поступили. Да его на сак forever. Вот этот поезде своем, конечно, это заебет хорошо. Сюда, блядь! Ну, утехи. Пиздец, огромное спасибо. Огромное спасибо. Вячеслав, сегодня финансовый эксцесс случился небольшой. Ну, в принципе, это не эксцесс. Вот, ну, понервничать пришлось. Вячеславу нужна еда и утехи. Вячеславу нужна еда и утехи. Как-то дальше не хочу ехать. Ну все, он хочет. Ты бы еще мои союзники недоноски. Слушайте, ну у меня вот такого очень давно не было, когда ты выезжаешь, и раз за разом тебе он мешает куча народу. Чего вы туда не вкатываете, если вы такие молодцы? Кажется, мы стали забывать, что такое православный вкат. Только я хотел бы им дануть. Включил обскрылась. Suck and down. Ты мне чекнул. Ладно, я не думаю, что это имеет значение. Прикольно, да? На танке, на котором... Ну, на новом танке ты вот заходишь в бой, и у тебя всегда тычки летят куда надо. Обратите внимание, какая здесь скандальная отметка. Ну, по идее, вот у нас 8 боев, если в 5К средухи отыграем, может, это будет еще и 3 отметки. Гетбак. Плюха, мое почтение, это я даже не знаю уже, как реагировать, это просто шалеть. Огромное тебе спасибо за... Во-первых, за челлендж. Огромное спасибо. За... Короче, за все спасибо. Дай бог, чтобы у тебя такие же теплые чувства вызывал наступающий год. Такие же, как у меня к тебе. Вот. Вот так вот. Тем временем нам надо вкатывать и, наверное, кого-то ёбнуть. Пиздолистный перит. Сюда, блядь! Зачем ты проебал сегодня? Блять, ну... Мне не хватило скилла. Я не специально, мне не хватило скилла. Ну вот. Но ничего, сейчас мы будем наверстывать скилл. На этом стриме мы вернем скилл себе. Будем вызывать Джова на поединок. Скорее всего, единственный челлендж, в котором будет участвовать Джов, это по нюханию жоп собачьих. Там он, скорее всего, умеет.
Ну, как бы, страшно. Что страшно, я тоже кое-что умею. Я тоже кое-что умею. Так, ай, блядь. Ай, блядь! Во. Стикераунд. Это стикераунд. Знаете что, я, честно говоря, не подозревал, что у него здесь будет хоть какой-то сейф. Ничего страшного, в девяточку заходит. В девяточку заходит. Не хватило финансовой грамотности, да. Да. У Вячеслава только 1,5 класса церковно-приходской и 1,5 класса Жигулевского, поэтому Вячеслав такой. Рука. Кстати, если бы он прямо ехал, можно было попадать. Птичка хорошо летела. Сюда, блядь! За скилл. Пиздец. Пиздец. Ну вот объективно говоря, но вот были яблонские бои, например. Были ли яблонские бои? Были. Были ли бои, в которых я мог сыграть пизже значительно? Причем. Да. Были ли у моего оппонента яблонские бои? Ну, я, честно говоря, не чекал, но я подозреваю, что были. Да, потому что когда я отыграл, я сказал, что чекну через КТТС катки. У него там, я видел, была одна катка на 430-м по 2К урона. Пиздец, как тычки летят. Вот так вот. Вот так вот. А еще я помню, что там процент побед какой-то лоховской был. Мы на Е4 ни разу не победили. На 180-м. Ну, короче, хуй с ним. Ну, хуйня в том, что мог ли я лучше сыграть? Мог. Сыграл я лучше, чем, как сказать. Ну, типа, нормально ли я сыграл все бои? Но вот в 2 боях точно можно было сыграть пир. Вот, то есть тут про скилл можно реально сказать, что где-то скилла не хватит. Вот. Где-то ли играла алчность? Да, например, в том, что... Ну, где-то там, не знаю, поспешил, например. Блять, ну может, да и хуй бы с ним. Да и хуй бы с ним. Главное не унывать. Не унывайте, пацаны. Работа есть, бабки есть. Нормально вроде бы все. Картоха. Картоха. Сука, Вячеслав, знаете, что Вячеслав хочет? Вот Вячеславу, честно говоря, нихуя не надо, он как бы аскетичный образ жизни ведет. Вячеславу надо такая, знаете, как этот мясорубка такая советская, такая, которая крутится. Только чтобы это была не мясорубка, а такая хуйня, которая натирает картошку, так, чтобы можно было драники хуярить. Вот. Мы ускорим бешено процесс создания драников во всей Беларуси. Вот. У нас будет православная закуска к пиву. Регулярно причем. Регулярно. Моей жонке, короче, дарила на какую-то днюху ее мамке подруга такую терку, но там не было мелкой такой, чтобы, знаете, ну прям натереть картошку до уровня использования в драниках. Там можно было, ну там можно было натереть как, ну типа как бураки натирают, как морковку, знаете, все такое. Но не было такой насадки, которой можно было вхуярить драник. Помню, когда мы это принесли домой, и я говорю, немедленно, блять, открываем и смотрим, какие там насадки. И были все насадки, которые нахуй не нужны, кроме... Скажу, что это была твоя худшая сессия. Возможно. Возможно. Ну, блять, что... Ну, как бы, кое-где видел, какие там бои были. Было много боев, в которых
Вот, допустим, на И4, но я даже, честно говоря, боюсь представить, как бы я там получше сыграл, да, там 2 трубача точно было. Ну, типа, хуй с ним бывает. Хуй с ним бывает, потому что одно дело, допустим, сыграть 100 боев, да, наверное, там в перемешку кое-как оно... сука. Плюс-минус выйдет. Вот тут, ну... Где-то не свезло, но хули сделал. У меня такое отношение, что... Ну, типа, на это не надо обращать внимание. В первую очередь, надо обращать внимание на свой скилл, да, а я кое-где действительно ошибался. Поэтому вот. Ой, он скилловик. Целёшка скилловик. На вторую отправить сюда. Ай, блядь, слушайте, так тычки летят сумасшедшим образом. Как будто бы даже можно было бы купить, да. Ну не верьте, это хуета не попадает никуда вообще. И эта хуета никуда не попадает. И попадаю каждый тычек. Блин. Короче, насчет челленджа у меня смешанные чувства, потому что где-то я ошибался, где-то реально не свезло. Ну и получается, блядь. Ну и получается, я пососал. Вот такие комментаторские эмоции я могу предоставить. На ваш суд, уважаемые друзья. Эх, блять! После своей худшей сессии Сагдиков в армию отправился. Кстати, нет, я отправился как раз таки после самой пиздаты. Вот если кто не знает, я с универа отчислялся на последнем курсе, на последней сессии. Вот, во-первых, там самые жесткие преподы и предметы были. А во-вторых, так получалось, что я с работой не мог совмещать, у меня была реально пиздатенькая работа. И я такой намеренно, ну типа буду... Ну так вот, ты лучший, Сумен. Это я еще член не показывал. Сюда. Так вот, я решил, ну буду ходить на сессию, что сдам, то сдам, что не сдам, туда потом. Хер быстро. Вот, мне, честно говоря, мое образование сильно не горело, и как бы... Ну да и хуй быстро. Вот, меня потом начал вертеть военкомат, я активно косил, а потом восстановился в универе. Там тоже пиздорезов хватало. Мне в последний момент сказали, что... Мне сначала сказали, что мы тебе позвоним, когда придет время восстанавливаться. Методистка сказала. Ну я такой, окей. Вот, потом я как-то в конце июля прихожу. Ну такой, думаю, блядь, ну я мимо проезжал, думаю, блядь, надо зайти, узнать, когда там что. Это было в обед, слава богу. Я не знаю, что там рядом проезжал, универ хер где. И мне там было делать нечего. Я подзарулил, говорю, ну а когда там восстанавливается? Он говорит, ты чё, ебанутый, сегодня последний день. Вот, а у меня мамка сильно переживала по случаю того, что отчислился с универа. Вот, и, блядь, взяла с меня обещание, что я восстановлюсь в универе в этом году. Вот я не хотел, я знал, что, ну, блядь, потом когда-нибудь. Хотя, с другой стороны, вот это вот потом, да, было там миллион лет. Плюс меня пялил военкомат, и было очевидно, что, наверное, все-таки лучше восстанавливаться поскорее, чтобы в армии служить год, а не 1,5 года. Вот так вот, пиздец. Ну, прикиньте, там документов надо просто адский ад сколько. Да, справки, хуявки всякие. Ну, я такой, ну ладно, базара нет, давайте список справок, все такое. Я поехал, все это быстренько сделал, запотел, пиздец. Приезжаю уже вечером там, ну, я не знаю сколько. На часах было, может, часов, наверное, 4:30 было.
Я приношу, он говорит, а где справка с работы? А я официально не работал. Ну, у меня была обязательно работа, но была неофициально. Я говорю, ну, во-первых, в списке нету. Он говорит, а ты что, не знал? Ты не знал? Сейчас, ну, на заочку устанавливается. Нужна только справка с трудоустройством. Причем, вроде как справка, то, что ты там уже отработал какое-то время. Типа не 5 минут, а там 3 месяца. Я такой, ёбаный хуй. Ну, я понимаю. блядь? Хорош ныть, ты же герой. Ну, я думал, что я не ною. Вот. Я думал, что я не ною. Ну и короче. Я звоню мамке, говорю, блядь, ну такая херня, типа, случился пиздарез. Ну, она работает мастером там на производстве швейном. Я сейчас с директором поговорю. Такой, блядь. Говорит, я договорилась. Директор тебя возьмет уборщиком помещений. Оформит, блядь. Ну, задним числом. Я такой, ну ладно, окей. Я резко к ней за справочкой. С документами, что я там работаю. Приехал, остановился в универе. Вот, потом... директор, она ж не просто меня остановила. Я реально там поебашил недели 3, прикиньте. Ну, не за хер, там, за копейки. Ходил там, коробки собирал. Жопа. Ну и вот. Остановился в универе, и там... Короче, и все равно надо было запотеть, чтобы сдать эту ебаную сессию. Надо было одну сессию отучиться, которую я уже сдал. Надо было отходить на предметы. И там запотеть, сдать, там вообще ебанутая сессия. Ну, если я начну рассказывать, как я сдавал последнюю сессию, я, ну, реально старался, то тут, блядь, стрим закончится завтра утром. Там было потно, пизда. Там даже с овертаймом небольшим. Даже был небольшой овертайм. Плюха — это пиздец. Ты просто украл порядок в штанах. Я бы сказал, что ты украл порядок в трусиках, но на мне трусиков нету. Поэтому тут порядка нет. Это пиздец. Огромное тебе спасибо, родной. Огромное тебе спасибо, родной. Это пиздец. Так вот. Если коротко, это просто охуеть. Вот это вот просто охуеть. Сюда, блядь! Мама всегда желает лучшего. Хы. Ну да, мама у меня хорошая. Она, кстати, меня сдала в военкомату. Я косил, потом она меня сдала, мне пришлось в армию пойти. Вот, она такая говорит, ну, типа, отслужишь. Вот. Первая посещуха, когда она ко мне приехала, сказала, ой, господи, когда же это закончится, ё-моё. Потом после армии, спустя там долгое время, меня двоюродного брата в армию забирали. Вот, и бабушка говорит, ой, как же он там. Но он тоже пытался косить. Он даже на дурку лег. Ну, как бы, хуй бы с ним. Вот, чтобы косануть. Он говорит, ой, ну как же он там хоть бы откосил, хоть бы его не забрали. Говорю, блин, в смысле? Меня вы тут отправляли всей родней, а ему типа хоть бы откосил. Говорю, ну нормально. Говорит, ну типа он такой послабше. Он сейчас весит там 100 с хуем килограмм. Такой кабанчик конкретный. Но он такой, ну это ж ты, он такой послабше, куда ему в армию? Я думаю, ну пиздец. А меня вот спросили, вот, блядь, послабше или нет? Ну, отслужил же. Вот такая вот хуйня. Вот такая вот хуйня. Ну, мне, честно говоря, с армией, в принципе, повезло. Во-первых, у нас, по сути, был трудовой лагерь. Вот, ты ебашил целыми днями. Вот, это лучше, наверное, чем, я не знаю, чем на кабине ездить, да, там, портянки стирать дедам и все такое. Вот, у нас даже деды ебашили, как Сюда, слоны. блядь! Ха-ха. Значит, так было надо. Да. Ну, я, типа, на мамку сейчас не обижен, я родителей своих люблю. Вот, ну и, типа... Ну, я-то понимаю...
это ж не означало то, что мамка такая, блядь, ты чмо, пошел в армию, сука, ненавидит. Вот, она-то переживала, что меня посадят за откос. Вот, была херь. Ну, короче, менты частенько ко мне домой заходили. И вот была херь, когда я косил. Получается так, что меня начали прижимать жестко. В универ начали заносить повестки, прям лично вручать. Получилась такая хуйня. Ну, я как бы внутри этой кухни не знал. Получилась такая херня, что призыв до 31 мая. У меня повестка там на 21 или на какой, а у меня госэкзамены там, ну вот, в конце. Типа там 28-го, 30-го, 31-го или что. Ну, вот такая картина была. И получается, что у меня повестка на руках, я не могу по ней явиться. Но я до этого нормально все являлся, все было чики-брики. Ну, я-то и сейчас знаю, что меня, ну, типа, все равно не замели, потому что там дохера еще что надо было сделать. Ну, либо меня бы определили в один день пройти все медкомиссии, там, затерпеть, вот все, что только можно за один день. Теоретически меня могли замести, если сильно захотели бы. Но мне кажется, это было бы вряд ли. Вот, и я, короче, по этой повестке, блядь, не явился. Ну, чтобы сдать госэкзамены, всякую херь. Я еще позвонил в военкому. Говорю, ну вот такая хуйня. Вот такая вот хуйня. Мне надо сдать экзамен, все такое. А потом я ваш. Забирайте. Забирайте. Ну, меня сейчас ебнет. Да. Я говорю, типа, потом все, я четко пойду в армию. Ничего страшного. Он говорит, ну, наша задача забрать тебя в армию. Твоя задача откосить. Я говорю, принял. Ну и получается так, что я по этой повестке не явился. Я не явился, пошел на госэкзамены, все сдал свои экзамены. После госэкзаменов, как я получил диплом, я пошел в военкомат сразу же сам. Зная, потому что меня точно, блядь, будут мусолить. Я пришел, говорю, так, я типа не явился, там все такое. Мне нужна новая повестка, хочу в армию. Вот. Короче, по итогу этот участковый 2 раза заходил, отменял возбуждение дела уголовного. Ну, потому что, типа, я сам вернулся. Я 1 раз не явился, только до этого являлся постоянно. Я потом сам вернулся в военкомат, сказал, я хочу в армию. Военкомат 2 раза отправил запрос, а на 3-й раз уже следаки с этой хуйней разбираются. Вот, а следаки, ну, вы же, наверное, знаете, типа, ты приходишь к следаку, он тебя ебет, там, пиздец, орет, тебя посадят, все такое, все улики против тебя, блядь, твой мобильный телефон в это время был там где-то еще, там, и все такое. Ну, то есть, тебе просто нужно это не признавать ни хрена. Сидеть с серьезным лицом и говорить, что, типа, все было не так. Вот, я хочу в армию, все это, пустите меня. И, короче, она мусолила меня. Потом мы выходим. Она говорит, ну, она говорит, все, типа, твоих родителей тоже на запрос, все дела. Я говорю, ну, вызывай. Вот, выходим. И она такая уже мне говорит, все нормально будет. Я думаю, ну, хорошо. Хорошо. Ну, зная этих шкур грязных. Вот, родаков моих вызывают там, ну, буквально через пару дней надо было зайти. А может, даже на следующий день, я не помню. Я их там, особенно мамку, часа 3, блядь, говорил, что вас будут брать на понт, говорить, что что угодно будут говорить, мы знаем, типа, все такое, что он, блядь, косил, все такое, ни в чем не признавайтесь. Стройте из себя дураков, говорите, что нихуя не знали, все такое, типа, все, он хочет в армию, у него комната цвета хаки. 3 часа инструктировал, блядь. Вот, ну, короче, родаки там меня не заложили. Вот, там было нормально. Но мне, объективно говоря, по белорусским законам светил штраф жирный. Меня бы никто под шконку не отправил. Вот, ну, пиздарезик такой был. Кляте КГБ. Да. Пиздарезик был. Мамка там переживала, капец. Зато до этого меня военкомат не мог найти, позвонили мамке, она сразу выложила, где я учусь, когда сессия, когда сессия она знала, примет она не знала, ну, типа там, вычислить 3 секунды. Вот. Вот так вот.
Ну, объективно говоря, я в армию, конечно, поздновато пошел, потому что армия, конечно, что-то и дает, да, там, не знаю, ну, в плане там чего-нибудь характера, может, да. Некоторые, ну, не некоторые, а процентов, наверное, 30 населения, которые со мной служили, даже не умели пол мыть. Ну, я не говорю уже о том, что дрова, блядь, колоть, все такое, ну, вот такая вот хуйня, пацаны. Вот, и хотя бы в армии этому, блядь, научиться. Вот, я, конечно, поздновато пошел в том плане, что я в училище Олимпийского резерва учился, там, честно говоря, у нас была некоторая дедовщина, в армии дедовщины не Все было. это пиздещ. Симка, у меня друг следак. Там все случайно, поверь. Ну, может быть, да. Может быть и так. В НЛДшечку летела, блядь! Я ж потом на контракте еще в армии поработал, пацан. Такой гачи базар это вообще. Это был просто гачи базар. Во-первых, нам здесь делать нехуй, потому что меня здесь выстегнут. Мне может, кстати, заднего дать, было бы в самый раз. Все, он в этом кустике терпит, правильно понимаю? Наверное, ближе к камню терпит. Suck me up. После своей худшей сети, так, вовремя понял, что это не твое, да, посидел у директора на коленках, это именно проблемы были больше, чем у российского оппозиционера. Не знаю. Не знаю. Погнали назад. Ну там типа перспектив 0. Яшка все еще такой. Ладно, его допялили. Было раньше сюда ехать. Плюха, огромное спасибо, братан. Просто ошалеть. Просто ошалеть. А я напоминаю, пацаны, что это просто, блядь, шалеть. Даже донатилка залагала. Set you free. Сюда, блядь! Ну согласись, что не зря в танки зашел. Пиздец, не зря. Я тебе больше того скажу. Я думал вообще стрим не запускать. Вот, потом решил, ладно, мы этот биошок допроходим. Это подвиснет дело и все. Вот. Ну и плюс я обещал, что стрим запущу. В какой-то момент я это думал не запускать. А тут вот оно что. А тут вот оно что, Пихалыч. Поехали, Янка, фулл хп. Советская точность. Я вообще не зря в танки зашел. Более того, я, очевидно, не зря вернулся в танки, да, там 100 лет назад. Ну-ка, если мы залпанем. Ой, на такую неудобную кнопку залп поставил. А лучше вообще залпом никогда не стрелять. Наверное, на колесико все-таки лучше ставить. Ну что, давайте глянем,
Сколько у нас опыта на этой бебре? Может, мы сейчас откроем 10-й левел и крутим? М? Нельзя ехать. Туда, кстати, тоже нельзя ехать. Как бы это смешно не звучало. Но Свинотавр, честно говоря, в одну харе может поехать выиграть бой. Очевидно, что он не собирается такой хуйней заниматься, я его прекрасно понимаю. Мне, честно говоря, тут победа тоже особо не нужна. А вот пострелять, да. Пострелять это мы выкинем. Fuck to you. Слушайте, она реально Suck to you поет. Вы же все знаете, как это переводится, да? Мистер Кэмпбелл. Возьми контроль, она говорит. Не, он, наверное, берет контроль. Сказала бы get take control. Если предложила. Насколько я могу вообще представить. Эх, блядь, мистер Кэмпбелл, давай-ка возьми под контроль жопу. Блядь, не заходит. Где полоска ска? Чё, блядь, нету? Она была... Донатилка взломилась. Мистер Кэмпбелл, take control. Она взломилась, но она появится. Я, кстати, может, ее не обновлял вообще с утра. Короче, я держу в курсе 10 635 рублей российских. Из них, скорее всего, 101% твой. Это пизда. Это просто пизда. Это просто пизда. Тихо. Тихо. Хорошо. Мистер Кэмпбелл, take control. Ну да, там, видимо, залагала эта херь. А в начале стрима была видна она или нет? Donation Alerts вообще, я хочу сказать, что-то непонятное происходит. Они впервые вообще за все, сколько я себя помню. Ну ладно, не то чтобы сильно часто бабки выводил. Короче, обычно они переводят ночью бабло. Сегодня не перевели бабло, знаете, во сколько? Где-то в 6 или в 7 часов. Где-то в 6 часов. Вот почему и какого хуя, я не знаю. Мистер Кэмпбелл S контроль. Знаете что, этот ублюдок на КПЗ жив-здоров. То, что он какого-то Лёшку жмыхнул. Не понял. Мистер Кэмпбелл take as home. Почему вот так поедем? Я помню, не пробил все равно. Можем. Хотим. Умеем. Пиздец. Вот это пиздец. Полный. Полный. Где это влагалище? Меня интересует. Он здесь. Это вон там. Fuck you. Хорошо. Хорошо. Ну, не сильно выразительная катка, зато как тащили. Да? Короче, знаете что? Знаете что?
Но надо полоска в какой-то момент должна сама появиться. Потому что я ее не трогал. Все должно быть в норме. И это просто пиздец. А еще, короче, Donation Alerts начали, знаешь, какой хуйней заниматься? Они, видимо, за евро берут больше налог. И плюс, когда еще бабки снимаешь, они еще берут. Ебанутые. Ебанутые. Так. Александр, здорово. Антон Борисович, здорово. Еще раз в такие моменты жалею, что отметки Team Damag. Ну, поводов для жалости в жизни будет много. Для грусти. Кстати, спасибо за лайки. Кто лайканул, молодцы. Кто не лайканул, тот... Кто не лайковал, тот Джова рожал. Помните? Помните. Значит так. Мы давно уже можем открывать эту модель. У нас потитаем, пацаны. Сейчас будем пробовать на вкус. Suck me up. Эх, жаль, конечно, что здесь разделено, да. Я так понимаю, что нельзя зарядить в одну ББХ, в одну комод. Какой-то и боекомплект не жирный. Давайте вот так сделаем. Окей. А там, если что, на месте разберемся, да? Come on, let's go. Отставить. Вот так вот. Угу. Угу. Сейчас мы быстренько снарядимся и поедем. Бля, танковая нищета пришла, пацаны. Ну чё, сейчас мы жопу продадим. Ну что там на складе есть? Suck me up. У кого-то огнетушитель давайте продадим. Это все. Вот и все. Слушайте, а у меня может быть какой-нибудь стилек захудало есть, да. Ну вот. Так, глянем быстренько комменты. И эта модель пахнет говной, да, я знаю. Но будем пытаться играть так, чтобы не шкварнуться. Да. А на стрим не будем переименовывать. Или будем? А, хер бы с ним. Это будет наш секретный стрим. Оу. Планка какая-то смешная. В921. Тим. Тим в скобочках Тим. Знаете что, у него стопудово стаба тоже нормальная. Если бы ему дали какую-то сумасшедшую подвижность, о, был бы Totals. Да. Сетап, кстати, мое почтение. Здорово, Симен, горячий мексиканец, здорово, братан. Здорово. И микрофон задел случайно. Сюда, блядь! О, бля. Иди за пивом. Я настаиваю. Пизда.
Я схожу. Я схожу. Надо будет госпоже взять, а то она будет огорчаться. Два этих чертовоза на вилках закатили во дворик. Как-то и башня медленно крутится. От Седова можно ему всунуть как-то? Я бы хотел. Я бы хотел. Ох, блин, почти вкатил свинья. Во, было бы потеха, да, если б бомж ворвался, а этот оп. Мы бы стопудово начали игру с залпом. Да уж. Давайте, бомжи. Он мне через березоньку православную высвечивает. Ты молотаха еще катается. Хоботок сюда. Ну, как минимум, это смешно. Да-да. Мантикора просто ковбой. Он до сих пор, прикиньте, был жив. И эта упряжка собачья его так и не покорила практически, да? Там сбег. А который там час у нас? Блять. Ну я литрушечку возьму, да. Да ёб твою мать, Янка. Я понял. Я понял. Слушайте, у нас уже город пустой. Ах, как хочется ворваться на Фэткок. О, это ко мне. Ладно, здесь можно на голде кататься. Лёшку я простил, да, можно было забирать по свинью. Грязная. Вот для городских пиздоредиков нам бы здесь, кстати, завести ББ побольше. Опа. Потому что на кумулях я бы вот большинство этих тычек не реализовал. Пошел нахуй. 200 на света. Но очевидно, очень много людей его светило, поэтому 200 на света мне дали. Давай. Сюда, блядь! Литрушка для детей, бери 2. Я понял. Ай, блядь. Все нормально. Значит, надо закусону взять, то Вячеслав голодный. Вячеслав будет закусывать орехами сегодня. Пиздец, это жопа такая. Красивая.
Я его в башню... А, ладно, у него и башня жопой тоже стоит. Поехали пушить дальше. Сейчас мы будем по пьяни на двустолке играть, пацаны, понимаете? Насколько похорошел рандом при кисленьком. При нефильтрованном. Сейчас, короче, после этой катки я оденусь, у нас будет перерыв где-то минут на 10, я туда-сюда быстренько. Взад-назад. Хотя ублюдок где-то здесь был. А вот и вагончик. Ой, давай! Ой, хорош! Сколько у него закалки? 2750. Ну, по крайней мере, у него есть ОВН, знаете, что может быть не такое же дерьмо. Но именно танковать, конечно, на нем, я так понимаю, не очень. Мне, наверное, надо как на хэвике играть. Это вот подходящий геймплей. И это подходящий геймплей. Но его, по-моему, собирается апать в крутой мной. Может такое быть. Мне кажется, ему брони добавят трохи. Не то, чтобы у него проблемы с пушкой. Ну, хотя пробой не сильно серьезный, да, у них все время было модно давать слабенький пробой, сейчас они по 330 дают. Первый взрослый в первом же бою. Короче, ребятки, я за пивом. Будем играть на воетой бебре. На воетой бебре. Так, я вырублю камеру, потому что я без трусиков.
Так, я здесь, пацаны, one minute. One minute, и я буду выйти. Значит так, уважаемые друзья, я вернулся. Двушечка пива у нас здесь. Начинаем КВН. Напоминаю, чайный гриб опасен для здоровья. Особенно в начале дня рабочего. Так быстро бежал. Распенилось все к хуям свиным. Сейчас мы быстренько уберем. И начнем. Ёбаный рот. Ёбаный рот. Я так бежала на стрим. Так, все, убрал. Только пиво, сучки, вдруг. Мобил надо еще.
Так, ну все. Теперь я так понимаю, что все-таки все готово. Я думаю, мобилу можно на зарядку не ставить. Так, давайте глянем быстренько комменты. Мало ли что-то, ну стопудово что-то прохерил. Так. Я абортирую грузовик. Красава. А там даже резина надевается, да? О, бля. Танк-то охуенный. Я самого почти 3 отметки, то ему не хватает подвижности пробоя. Ну, может быть. Взяли Семена без трусов. Запрям отправили. Я нашел трусы. Я быстро собирался, нашел трусы. Так, где напали? Он пошел второй. Раз служить. Как это? Шутки в жопу. Засовываем быстренько. Ну да, я как-то долго, блин, чесал. Вот я пока трусы нашел. Так, всем еще раз здрасте, пацаны. Всем еще раз здрасте. I look to your back door. Смотрю на ту заднюю дверь вперед. Погнали. В первую очередь выпьем за здоровье. Оп. Плюхи. Ошалеть, братан. Просто ошалеть. Стакан не протер. Come on, let's go. Уверенно 30-ку летит. Хотите музон другой врублю? Там православная, там руки в С, дискотека авария. Или может что-то более мужское, вы понимаете. Я походу кот в кроссовок все-таки надудолил. И я в нем успешно побегал, кстати. Наверное, видит меня. Слушай, только один снаряд скипается, прикиньте. Я думал 2 сразу, оказывается, хер в очко. Ну, могли бы, кстати, доработать, да, как в барабане бы скипалось. Нюкоп, я думаю, ничего не отвалилось. Я могу, человек еще голодный. Вячеслав их накроет. Вытрезвители все охуеют. Он под станом? Это не он меня засветил под станом. Ну где арточка? Пиздец, просто 0 пробоя пишет. Нихера себе, очень толково летело. Он мог меня разъебсти. Так, блять, меня кот колбасу спидел. Какого хуя? Аня, забери этого хуеплета мелкого. Забери этого хуеплета, он меня колбасу спиздил. Пиздюк. Просто будем сторожить колбасу теперь. Че, жертву свою зашкварил, ну черт. Какой же ты все-таки черт, котейка. Ну господи, господи.
Жалуется, что, блядь, колбасу не отобрали. А ты себе колбасу брал? И тебе тоже. Нам. Ой, так тебе не дали, не поделились. Эй, Я не забрал колбасу, мне еще лапы пизданул, прикинь. Он только что взял, спрыгнул, блядь, начал я там, уже пытался съесть, крутился там. Забрал колбасу, еще лапы мне пизданул по руке. вот хозяин. Такой же хряк малой. То распихали, конечно, образцово-пососательно. Так, иди нахер отсюда, жопа грязная. Меньше в кроссовки будешь ссать. Коршун, иди сюда. Тебе главное. Иди сюда. Пошли. Пиздёк. Пригрели змею. Говорила знаменитая Авалась. Но пригрели змею. Но эту коту и корм, и что такое явство у него есть. Он ведет себя как хряк, малой. Ты, неужели у него таран пожестче, чем у меня будет? Такой же, как и у меня. И вот шатнул эту свинью. Я его не пробил, прикиньте. Ну и чё ты, блядь? Да, свиная пизденка. 330-й приехал. Тоже подтаранил. На мусораду эйнул. Гриль одинаковый. Понял. Я понял. Я понял. Отобрали гудок. Словно и не бывало. Блядь, ну я надеюсь, там волос его больше нету. Бля, какой черт? Какой черт? Идем читать комментарии. Тем временем стрим по Биошоку продолжается. Что, ты ради этого терроризм устроил? Так, давайте мы другую музыку врубим. Там на радио все равно лобом заиграло, за такое пиздит ногами. На ютабе. Мы короля и шута с утра врубали, полицейский... Нет, это не то. О, Как можно в одиночку тихо. Тихо. Пацаны, а вот здесь вообще? Я, может, так долго гулял, что все разошлись? На нас есть татуировка. Смотри, какой у меня кот. Короче, знаешь что? Мы с тобой купили хлеб, а я его не нашел. Где он лежал? Да? Ну, пиздец. Скандал. Да, хорошо. А ты к чему про хлеб сказал? Что колбасу с хлебом ел? Нет, не просто Забирай это от языка. Надо было его здесь называть. Одесский привет. Тута на канале Проститутка. У Аньки родственница в Болгарии живет. Так что, возможно, на следующий стрим с Адисом будет. Стрим челлендж.
На СС татуировка. А-та-та-там. Я извиняюсь, наверное, слишком много жру. Я, честно говоря, был голодненький. Я бы хотел видеть, как записывается звук флейты у Азиза флейт. Можно ли это видеть здоровым людям? Научись отскок. На гудке татуировка. Папка. Да типа на кресте, наверное, татуировка. Блять, набью себе что-нибудь. Набью себе на кресте Джо. Если что, крестец можно считать копчик. Мужиков это копчик. Вот, а где крестец у вас? Пишите в комментариях. Только честно. Пиздец, он просто неостанавливаемый. Скажи честно только. Только, сука, скажи честно. Ай, блядь. Немножечко подукачало, видели? Ебаный рот. Вот это НЛД. Какая похотливая НЛДшка, вы заметили, ребята? Ехала на Мизрате, отсосала за Бугатти. Пошел на. Слушайте, а у нее неплохо тычки летят? Или это какой-то обман? Это такой какой-то обман? Какой-то обман? Мы такое не приемлем. Покажи мне сак, научи как. Да? Ой, твоя лежанка это. Побег за кокаином. Кокаином. Бля, я так и знал. Но эксперимент, очевидно, неудачный. Что и конь приехал. Кони Лингус приехал. Но у меня за спиной конь. Это кран вагина. За нами кран, за нами победа. Два пробоя, блядь, дает. Fuck you. Сука, как же они это легко делают, но это же просто охуеть. Но это же просто охуеть. Да. Ну, я как бы сильно не ошибался. Вилка приехала, отобрала ебло. Словно и не бывало. Это пацаны по внешке поехали, отпиздили, видели? Хей. А, это мой косячок. Мне не надо. Ну давай, ладно, я голодный. Завалила. Бля, дед, иди нахуй, дурак. Вот ему надо только моя на СС. Вот какого хуя? Секите. Во-первых, это собачий поступок. Во-вторых, ему просто похуй на все, поэтому ему не моя на СС нужна. Припарковался. Ты ебанутый долбоёб? Скажи честно. А, он не разрядился, у него альфа пролетела на 500. Он не выстрелил, блядь. Он мне дал на 500.
Спасибо. Как у тебя? Ты сказал, не хочешь, чтобы Не, блядь! я не орёшь, Я пошутил, я же начинать. Я не буду их. Ты будешь? Я тоже не буду делать, чтобы чай. На работу можешь ходить. Тебе не понравился орехи? Не понравится. Никто тебе не орал, я пошутил. А, я начинаю. Хочешь орехов дам? У нас скандал оперативно наметился. Так, что ты прошел биопарашу? Да, теперь мы играем на двустволке, меня обоссал дед. Ай, ла-ла-ла. Ну правда, Кадису следующим летом поедем? Кадису, в Болгарию. Да. Зачем я сказал, что ты родственница в Болгарии живет? Ну, это правда. Не, я, блядь, придумал. Госпожа подтвердила, что это правда. Можно смотреть, там прибрать. Так, значит. Ты чё на госпожу голос поднимаешь? Тебе втащить? Она сразу волком на меня посмотрела, и я сразу понял, что мы так больше не будем делать. Мы это перевели в шутку. Шишка, что блестит. Бля, ну беспредел произошел. Плюс еще катка, да, резко стала дерьмом там. Ну окей. Ну окей. Ра-та-та. У нас, ребята, алкострим. А спонсор алкострима, уважаемый друг Плюха, хранит тебя рандом. И не только. Огромное спасибо за все. Ай-ла-лай. Извините, но это уже ай-ла-лай. Организм аж завелся, блин. Так, пошли остальные комменты глянем. Танк полный карачун. Знаете что? Мне пока что нравится. Блин, ну вообще, на нем все в поле выйдешь, блять, хуже, чем на супер коне. Да, потому что супер коня только в НЛД пялят, его в НЛД пялят исправно, и все остальное. Центропы. Хотелось бы сейчас вот петь про однополую любовь где-то в Сан-Тропе. И как это было охуенно, ай-ла-лай. Но мы не играем на арте. Поэтому у нас такой любви не будет однополой и в Сан-Тропе. Слушайте, а стримеров-портоводов зовут там куда-нибудь на свидание, мужики, или нет? Кто шарит? У них все свидания во взводе. Сука! Сорвался, ну ладно. Так, это какая-то песня такая. У меня могут быть права. Да, у Азиса не все песни без прав. Только самые классические. Там, где он натурал, там уже права, там и топ ебят.
Тотка на скорости проезжает. Нахуй пошел. Знаете что, здесь как будто бы бубехи прям очень нужны. Да, как говорят, шкалатроны must have. Именно замерло. Я там 430 аж целый. Да пошел ты. Давай вкатывай сюда, папаша, будет оргия. Эх, столько не поехал. Оргия. У Георгия дома. Эх, сука, могла такая тычка сочная зайти, да? На грани этого. На грани фола. Исак. Одиночество и так. Хорошо. Здесь пакинг слева. Бля. Я думаю, что я ему перекрыл прострел, и он огорчился. Именно в такой последовательности это было. Да, пошел ты. Колледж-бой. А дальше не поеду. А дальше будет вафел. Будет заебывать. Где стримы госпожи? Госпожа, надо компьютер собрать. Ну, если что будет, знаете, что стримить? Героев. Я хотел, кстати, залпануть. Я по привычке зажал кнопку. Героев третьих будет стримить, пацаны. Знаете такую игру? За меня не заменит, пацаны, даже манекена друзей. Даже Джов не заменит друзей. Хотя Джов как бы он такой приветливый и дружелюбный пес. Где эта мусорка? Не приехал. Вот он. Блять, он фулл хп. Ему в плечи так и не допихали кабачок ни один. А, все, допихали. Пошел нахуй. Я понял. Я понял. А что она шарит за героев меча и магии? Но она раньше очень много в них играла. Вот. Ну, она типа может играть в них. Я не знаю уровень скилла, потому что, к сожалению, мой уровень скилла, ну, такой лоховской. Ну, типа на магет. Ну, вообще за тачки шарит, ее бы подрядить в какие-то эти автоспорт стримить. Ну, вот у нее охуенные сиськи. Ну, то есть она потенциально охуенный стример. Вот с этого надо было начать. С этого реально надо было начать. Ну, то есть у нее стримерский талант выше, чем даже у Вячеслава. То, что... У Вячеслава тоже охуенные сиськи, но как бы они не канают. Нужны женские охуенные сиськи. Такие же, только женские. Да ты вообще скинный папаша, да. Не, ну я малой неплохо играл. Но на максимальной сложности меня отвидели. Вот, ну то есть на 4 скилл. Шарит за пилотку. Kitchen симулятор. Но это на заводских установках, этих заводских настройках можно стримить. Блять, а давайте на 8 марта застримим Kitchen симулятор.
Госпожа Быт мне говорит, долбоёб, блядь, пересадил. А? Thank you for dinner, boy. Вы. Будешь много пива пить, обгонишь по сиськам госпожу. Да, мы можем такой вызов принять. Пейс именно. Блять, мне даже обзоры не дали. Ну, 10-му левелу выстебет. Конечно. Или я без доппайка, я в доппайком. Как так-то, ёпта. Вот реально, какого хера на Йоке? Это максимальный обзор, да, на ВЗ5. А на Залупе, который нету, ну, мало что есть. Блин, ну хотя бы обзор дайте, ну типа у него сиська. Пошел нахуй. I'm a gay boy. Devil and Suck. Вот эта хуйня мешает. Будем пострадывать. Пропускивать попеец. Во-первых, я не верю в этих яблонок. 260-й снайперит. Яга молодец. Кто еще молодец? Ну, кроме Вячеслава, я, блядь, никого здесь не вижу. Кто мог бы быть молодцом? Ну, кроме 50 Бекуса, конечно. Эта модель, конечно, охуенный гражданин. Нахуй пошел. Хорош. Слушайте, ну здесь как будто бы орудие нормик. Уже в который раз замечаю. Истин Энсак. Он проехал. Этого не ожидали даже чеченцы. Охуеть. Ну, камон, да, можно было бы сказать, но мы не скажем. Будет все-таки меня чекал. And a rock and roll. Там вафельница. Воспитывает молодежь. Devil and Suck. Ну, они так подставляются, а, честно говоря, как будто бы даже неправдоподобно. Но вы ебланы совсем. Вы действительно ебланы. И still on night. Я прочитаю все комменты, а там уже паспели пишет, я знаю. Бабашку начекали. Как я, блядь, не попал? Спасибо. Наверное, как будто бы вот оттуда прилетело. Бабаха вертухнул. Вертухай на бабахе. Даже гуслю не сбил. Я госпожа кота вертухай называют. Она не знает, что это означает. Ну ладно, ничего там. Ну ничего криминального, по сути. Но смешно. Но смешно.
какие-то посторонние звуки начинают казаться. Видимо, крыша едет. Rebel Yell, ребята. Начинается Rebel Yell. Но от пидора на бабахе не поймать бы, да, уже было бы счастье и здоровье. Да, здесь, короче, у нас сейва нет. Чекать. Господи, ну вы наглые пидоры. Во-первых, здесь, ну можно было бы начекать. Во-вторых, Rebel Yell так не пойдет. Он мне под этой хуетой скидывается. Геша, ты чё? Поделенный. Уделяне едут. Бабаха. Без освета хуярит, тоже не чекается. Доколе это будет продолжаться, ребята. Но вот, блять, откуда он кидает? Джигилы. Джигилы. Интересно, что Бабаха осилил лишь 800 урона. Запишем ли мы это в подкрутку, как вы думаете? Делает. Come on, pull up, oh my fucking... Эй, ну... Пропал до света. Рядовой шутник. Это просто пиздец. Им так везет. А самое главное, с какого хуя? Пацаны не едут. Пацаны не едут. Это будет и здесь Rebel Yell. А, я понял. Ну, надо было быстрее стрелять, я заходил. Да. Они пускают, блядь, ну ладно, не они уже, а он, да, там один танк только. Пешок в жопу. Долбоёб, хат лоуда, комнатной температуры. Так, он любитель так пить. А тебе на МГ бабками или коробками дать? Лучше бабками. Вот, мне кажется, нам много коробок не нужно будет. Вот, а еда пригодится. Потому что селедка под шубой сама себя не заварит. Как дела? Поэтому я никогда их не беру. Ты ж просила. Ну я. Так, быстро чекаем комменты. Пока доехал, сука, всем ёбла сломай. Семья стримера будет вот. Кота еще подрядить. На канале Куклачева пускай стримит. Головник этот черный, блин.
Просто черный уголовник. И потом дети ваши будут стримить, и дети ваших детей, да. Династия стримеров будет. Вот, а потом кто-то станет рыжим из них. Кота будет рыжий. Мне знаете, какая идея была? Если кота, короче, не будем кастрировать, если он будет жить нормально, то когда ему будет там лет 8, например, мы случаем с какой-нибудь кошкой и котенка возьмем все. И так, короче, раз за разом у нас будет, ну вы поняли, короче, династия котов. Ну не срослось, кота кастрировали. Вот, он все-таки не удержал свои соли в яйце. Как бы это смешно не звучало. Christian in the ocean. Так, my battleship. Переводится как «соси мой», ну, по сути, боевой корабль, если дословно, да, а если нормально переводить, ну, например, линкор. «Соси мой линкор». Fuck you. Блять! Ну это пиздец. Во-первых, мне жопу отобрали. Во-первых, мне отобрали жопу. Во-вторых, кот опять нахуй прятал что-то там. Рина Черонта подумал, что он уже может нагибать. Потом что, был этот нет, Бочетелен не подъедет. Вот он только что отказался. А вот Бурес не может. Этот Урина Чертон-то может пососать. И мы ему даем. Да иди ты нахуй, господи! Этот Леха просто проехал и заехал наверх. Ну ты еблан, нахера? Да уж. Да уж. You and me, baby me. Christian S. Ей бой сувет. Вафельница целит именно сюда. Как и артовод. Пермахлеб. Ну-ка давайте выйдем на новый уровень нагиба, спустимся на днище. Suck my battleship. Блять, это Бонни Тайлер, сука, за нее тоже ебут. Она, конечно, хуй она молодец, но за нее ебут. Suck my battleship. Еще недельку. Еще недельку. Я понял, Дина. Ну меня вот вафельница интересует, но знаете что, мы по нему тоже не настреляем. Нам. Я хочу песню, сейчас будем слушать. Называется «Я хочу». Крути з усіх боков. Не, наверное, просто хочу. Наверное, так надо переводить. Угу. Ну, блять, вот. Ну, блять, вот. У нас сегодня не рот, а членообрабатывающий завод, пацаны, что я скажу. На стриме. На стримах. Берем базу. Так, мой батлшип. Еще недельку.
Вот они все вводят и вводят советские танки. Блять, вы введите хоть один, у которого есть УВН. Но вы ёбнутые совсем черти. Ввели СТ-2 с -8. Но введите хоть что-нибудь. Там какую ветку не тыкни, да, у британцев вообще каждый танк имба. Ну хотя бы один православный нормальный. Да, котейка? Ну сколько можно? Сколько можно? Ферстейт дерьмих. Наверное, настоящее дерьмо вперед. Ремиксуем. Не, давайте в бэки. Дихвиль. Бойчик. Алис Кля это, наверное, так точно. Алис Кляух. Ну, типа, тоже смысл типа того. Пошел нахуй, ё-моё. Я как лох не там проехал. Мне на 500 кидает арта на ходу. Вот от Седова вот сюда. Я на любом танке, если по прямой выстрелить, я хуй попаду вообще в танк. Снайперский класс тех. Еще и за этот, за преграду, бля. Тереть. Ну это пиздец, ребят. Может, он же от борта не особо танчит, да, там же скос слабенькой. ББХ мог бы дать с него. Блять, ну как так-то? Ну это... Вы видели эту позицию? А есть хоть один не снайперский танк в сетапе? Вот меня интересует. Я больше не буду выезжать. О, это ко мне. Бля. Ой-ой-ой-ички, ой-ой. Муда. Тоже ко мне. У нас математица такая была Конофальская. Называли ее Конофальтер. Ну, так вот. Нигербуран. О, хоть потанковал, бля. А я здесь вообще как будто бы грязь не надел. Убери пушку, черт. Ладно, ладно. У него хотя бы прикольное орудие, вот что я вам скажу, пацаны. Давай, давай, танкуй, пес. Перед пробел. Но ему кончают там Стебекос.
Клитор. Клитор! Бабайки заряжаем. Я, знаете, чем доволен, то, что доиграл катку. Вот, то, что я не расклеился, как, да, пожилой кабачок, а доиграл геймбой. Здесь можно и аккумулятор зарядить. Нахуй иди. Салюты. Ну, рандом ёбнутый. Пол кабины приделал. Красава. Ты все... Ну, это долго. Я бы сказал, это долго. Честно, какой там масштаб. Если он с полуприцепом еще. Наверное, сантиметров 60-70, да, будет в длине. Все пивозаврики земли. Я мастерски с пеной наливаю. Длину где-то... Пиздец. Он реально будет... Ну, метров, блядь? Ну, либо ты в миллиметрах, но в миллиметрах маловато. Не, наверное, не будет он такой. Короче, двухстволка не оправдала. Это надо рядом. Вот 430 можно родить. А, 52, кстати, мне тоже дали. Я про него сейчас забыл. Установить. Ну, тоже здесь не надо. Так, и вот это на коре. Ну, давайте снимем. Так. Камон. Поклянись, что дик твой может жалить как оса. Я 44, минус 7 ОВН хватит на всех совет.
Ну, видимо, да. Ну вот у СТ-2 минус 8 УВ. Блять, ну придумайте какой-нибудь там с УВ-ными, ё-моё. Что вы как перцы? I will be suck. Я одна пошел нахуй. Ну почти. Алкоголика этого из рандома поймали почти за бегон. Сейчас зарядимся, он огорчит. Это не огорчит. Слушайте, вот это все не хочет сосать. С чем бы это могло быть связано? Очень низко стоит. Почему и нахуя? Я. Можно было давать вторую, но я, честно говоря, побоялся, что я захочу еще. Ладно. Fucking slaves of the world. Еще один киллер там. Слушайте, а во взводе на двух бурасках можно играть? Если можно, это ж пиздец. Ну это же пиздец. The Eye of the Fat, как? Абсолютно. Абсолютно nothing. Again. Ну пошел шестой пакет с деталями. Видите, шестой шаг. Пиздец. Не дай бог, что это упадет с высоты. Я помню, собрал мега охуенный автомобиль там с этим, типа, с прицепом. Ну, короче, что-то мега охуенное получилось. И я сам охуел. Пошел родителям показывать и по пути уронил, разъеблось. Да, но не собрал. Но у меня в детстве была херогора конструктора, и я из конструктора уже сам там собирал всякую хуйню, которую я придумал. Знаете что? Suck of the Tiger произошел. Это Suck of the Tiger произошел. Ну вот, мне ключ собрал, что охуенный и разъебал. Еще я клеил модели. Як-9 собрал. Корабль парусный. Ну, я не помню, за какой. Мамка пуль протирала, уронила, разъеблась. Вот так вот.
Надо будет посмотреть какую-нибудь часть Рокки. Мы с госпожой посмотрели одну часть. Ей не зашло, и как-то фильм хуево заходит. Ну только ужастики может смотреть. Истории как Вячеслава сдали в армию. Да. I owe the anal. Burning Heart пускай играет. Тоже из того же кино. За такое можно и в Стардоме оказаться, да. Но вообще, кстати, первая часть мега толковое кино. Да и второе, там, не знаю, вторая, третья, там, вполне. Ну, даже четвертая, да, там, немножечко клюквы накинули, но как без нее? Я, честно говоря, уже давно всякие даже ебланские фильмы. Я рассказывал, да, что вот один из моих любимых фильмов, например, это «Ковбой Мальборо» и «Харли Дэвидсон». Точно не шедевр кинематографа. Блять, все пытался чихнуть, не получилось. Но вот что-то в нем такое есть. Он реально заебись. Вот я его пересматривал, ну, может раз 10. Так вот. Ну, то есть, как бы это смешно не звучало, фильму не обязательно быть шедевром, чтобы быть пиздатым. Да? Вот. Ну, а что касается Рокки, первая часть, я бы сказал, что, блядь, ну, это, наверное, все-таки шедевр кинематографа. Ну, по крайней мере, наверное, из него я не удивлюсь, если выросли все спортивные драмы. И, скорее всего, вообще жанр спортивной драмы создался. Иди-ка нахуй, папаша. Вот один из любимых фильмов у меня это «13-й воин» с Антонио Бандерас. Я тоже рассказывал. Мега толковое кино, блять, мужское, все как надо. Все как надо. Ну и сюжет толковый, он такой заебись. Если коротко, и вот короткую рецензию от Вячеслава, заебись. Хороший фильм. Вот, ну а для тех, кто не служил в армии, да, но хочет хотя бы на секунду почувствовать себя там, ну это, конечно же, зеленый слоник. Это сразу же после просмотра полного кинофильма вы себя ощущаете, как будто вы послужили месяц срочной службы. Вот я, это не просто слова, это проверено посредством опроса сослуживцев во время срочной службы. Вот. У меня такое мнение сложилось. А, нихуя себе, блядь. Нихуя. Он на ходу просто на ходу просто на. Его кончили, кстати. Ну, поехали нахуй отсюда, если я доживу. Не доживу. Ну вот, реально, если ты не служил, смотришь зеленого слоника полностью от А до Я, на душе у тебя такие же ощущения, как у человека, который послужил 1 месяц срочной службы. Вот такие пердаки. Вот, ну. Это мы плавно перешли к военным драмам. Так что, ну, блядь, это из российских, наверное, топ-1 военная драма.
Встань, когда гимн заиграет. 13 гачслейвов за быстрый фильм. Ну. Так вот YouTube почувствовал песню. In the asshole now. Dungeon Dan, слушай. Уборка нового уровня с Xiaomi X20 Max. Выдвижные швабры. Нахуй. ДМБ горный. Да, крутое кино. Крутое. Какие еще любимые фильмы у Вячеслава? Мне, кстати, в свое время мы с друзьями регулярно в кино ходили. Ну, чтобы как-то разнообразить досуг. И охуенно понравилось. Ну, наверное, из-за того, что из-за неожиданности просто. Петля времени кино. Где-то в году 15 может, вышло. Меня прям впечатлило. Вот, но потом пару раз пересматривал. Ну, просто неплохой фильм. Наверное, любимым не назвал бы, но хорошим кино я бы, наверное, назвал. Оуе. Вот, а вообще, у меня любимых фильмов штук, наверное, 8. Из них я вспомнил только 3. Вот такие пердаки, ребята. Пожалуйста, осторожно. Все, он уже нашел цель. Бля, сам Фош так далеко зашел. Неужели его жопа останется под контролем? Под его контролем. Не останется. Не останется, вошла. Ай, блядь. Ну вот, кстати, вот эта вот заглавная песня из Top Gun, кто спалил. Наверное, Top Gun я бы тоже назвал одним из самых любимых фильмов. Шедевром, блядь, никак не может являться вообще. А еще видели? Короче, в каком-то сериале или где-то еще. Там Тарантино, ну в роли, очевидно, кого-то. Рассказывает, что самый охуенный сюжет в истории кино — это Top Gun. И рассказывает про мега-мега гейский подтекст в кино. Блять, и он реально, сука, прав. Он реально, сука, прав. Это смешно и грустно одновременно. Так, Скорпионс. Скорпионс играет, но это грустная песня. Мы сейчас пиздатенькую найдем. Ай, блядь. Пошел нахуй. Пошел нахуй.
А как меня вообще выстрелил тайп, кто шарит? Ладно, все, мы узнали. Надо другую песню Scorpions надыбаем. Пободрей, повеселей. One Minute. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Ай, блять, как заходит. Будь здоров. И этот сундучок будет в коробках новогодних. Пожалуйста, пацаны, выбивайте, потому что для спокойного и уверенного фарма. Да, даже не расстегивая ширинку. Он, блять, подходит. Это старичок. На пикничок давай. Раз он попал в НЛДМ. 404. Но это ошибка, очевидно. Такое невозможно. Немощимо. Вот когда ты там поважали. Пожалуйста, осторожно. Если вы его уважаете и сейчас, пожалуйста, осторожно. Ёб твою мать. Тарантино гений. Ну да. Он, кстати, вообще не умеет писать. Он типа еблан. Ну типа не учился нихуя толком. Но вот это вот умение построения диалогов, да, ну очевидно, что это жизненный опыт. И только жизненный опыт может это делать. Он пиздец. Но он даже, может, даже не столько жизненный опыт, сколько насмотренность, да, там, наслушанность музыки и так далее. Это пиздец. Это пиздец. Так, трудящиеся просят король и шут. Сейчас. Blood in the Dark New Single нам предложили. Вы ёбнутые. Вот Лесбик. Не, ну-ка, а если... Сейчас мы найдем песню какую-нибудь бодренькую. Ну ладно, там все крутые. С какой-нибудь начнем. Давайте вот это. Не, да, ну ладно, хуй с ним. Или нет. Короче, я король и шут. Постиг, знаете когда? Когда мне было, блядь, 5700. На двустволке ни разу столько не сделали. Я постиг, когда, ну, поздновато. Меня забрали в училище Олимпийского резерва. Очень часто ты там в 7 утра в трамвае едешь, блядь, час идешь там по хуй пойми где пешком, в Учло, либо на стадион едешь. Ну и у меня там мобила появилась. Первая в жизни. В 2007 году. Ну и, соответственно, через нее слушал музыку, через наушники, все дела. Вот, блядь, меня так не впечатляла никакая музыка, даже Металлик. Я был в ахуе. Ну, это было мега круто. Я там, ну, у меня было 512 мегабайт на флешке. Memory stick такая была, жирная хуета. Ну, блядь, я даже не знаю. Там... Короче, купили мы с корешем диск. Вот, я закинул на телефон песен 8. Там на этом диске концертные версии были вот того же «Дурак и молния», «Валет и дама», «Два друга и разбойники».
Нет, «Два друга и разбойники» не концертная версия обычная была. Это вот первая песня, которую я закинул на телефон перед. Это было, блядь, настолько круто. Ну, понятное дело, знаете, как бы некоторые песни цепляют, все такое. И, ну, там, на повторе хочется слушать. Вот, но с годами этого все меньше. Я, допустим, сейчас, мне вообще похуй, что слушать. И как-то сильно жирно меня, наверное, не цепляет. Но тогда, блядь, настолько зацепило, что просто охуеть. Просто охуеть. Но, знаете, это там малолетка, там может какая-нибудь баба там может зацепить, все такое. Бабы так не цеплять. Вот, мне бабы нравились, но настолько как пиздатенькая музыка мне это не цепляло. Вячеслав тогда уже чувствовал, что бабы значения не имеет, а вот хорошая музыка, да, и что-то действительно такое на редкость пиздатая, действительно важно. Да, ну а бабы как бы пускай симулятор кухни стримит. Слейв, привет. Слейв, привет. Stick your finger in memory, да. Реально так называлось. MicroSD, по-моему, были самые популярные флешки, а вот в моей мобиле у меня был Sony Ericsson Walkman, так называемый. 710. 710i, наверное. А может, блять, а может не восходит. Ну, знаете что? Я сейчас, блядь, минуточку. Вячеслав, как порядочный дед, покажет сейчас свою первую мобилу. Вот. Проебалась крышка, на днюхился. О, это было мега охуенно. Спасибо, батя, что купил мне мобилу. Вот. Я, честно говоря, мы сверстников уже у всех были мобилы, только я ходил с пальцем в жопе. Потом батя мне купил, и это было заебанно. И это было заебомба. Кто насиловал семью? Поднимите руки. Позвоните Джоу, чтоб тоже поднял. Пожалуйста, у кого есть номер, позвони. Гейбой ничья. Да, сука, я поможу. Доброй ночи. Ебасоси, будь здоров. Спасибо тебе огромное. Спокойной ночи, братан. Что ты видишь? Тебе не кажется, что он уже совсем не придет? Гейбойники. Так. Можем послушать гачи ремиксы Короля и Шута. А? Ви. Слушайте, а я один здесь остался. Сторожить план. Там есть бродяги. Чек, да. Эта модель не нашла К-91, но ёбаный рот. Поехали, я думаю, слив сам себя не создаст, да. А слив надо ехать самому.
ТС тут. Тоже будет так. Не светит. Это на мерзкий пидор. Будет смешно, если он выстрелит и не засветит. Лёшка сволочь. Пиздец, какая же жесткая хуета. Ну-ка за елочку в сейф, блядь. Не заслевился. И не чекать. Блять, сорвался ноги, пацаны. Сейчас меня будет нафестовывать. Мой дик огромен. Понял. Я нажал на выстрел. Не выстрелил, меня еще и залагало. Прикинь. Я лежу. Сейчас мы перерубим музыку, пацаны. По жизни жопу намыляю. Пиздец, уже 10 с хером. Ясно, я понял. Джо. Об этом вскоре узнает Джо, пацаны. Да ёбаный рот! Ладно. Так, я Скорпионс обещал. Блять. Давайте вот это. Хер бы с ним. Бодренькая. Бодренькая. И давайте, пожалуй, последнюю катку, потому что уже Вячеславу так поздно не идем. Да, давайте последнюю катку, кому в голову. Я комментарий гляну. Сюда, блядь! Я проспаться успел со шведкой. Ты проспаться? Пиздец. Значит, мои пожелания оказались успешными. Красава! Красава! Я уже прибухнуть успел. Я тут уже свои жизненные всякие эти истории начал рассказывать. Попиздели про кино и про музыку. Спроси у шведки, как будет Вячеслав по-шведски. Может, она знает. О, как НЛДшка поймала тычку.
Ай, блядь. Да. Свертухи, пішов нахуй. Еще в НЛД, наверное. А, не в НЛД, ну ладно. Ладно, ну тогда не подкрут. Тогда выцелил сам. Ну давай, сука, проедем. Тут же никого. Под Роберт последнюю катку на стриме играет, должен быть нагиб. А он стоит и занимается хуйней. Блять. Ну все, поехали, дружок. 2 раза в густо дали. А, я понял, не надо. Хорошо, скилловик. Скилловик. А, ёпта. Но вы видели? Он отвернул свою похотливую НЛДу. Не захотел сосать им. Вот хотел здесь поподробнее, может быть, получится доставить. Сговорчивый Джеброуни. Хороший. В борт маски. I wanna hear you, boy. Fuck you. О, я думаю, что здесь мы можем заехать в ангар. Именно Найт. На бубеке. Ну, честно говоря, там кто-то не попал в меня. Он тот же броуни в этот кэп. Да, пиздец, но я фейлю утверждение. Но здесь ясно. Но здесь нам все ясно. Дикс и Миннайт. Наконец-то, блин. Опять чуть не улизнул. Дик Симин Найт. А шведские курочки быстро собираются домой или с ними надо еще чай попить? И попиздеть. На сиськах расписывают. Я тоже на сиськах расписывал. Это было пиздатое время. Это пускай играет. Вроде как не должны ебать за права. А, вот это пускай играет. Пускай его это играет. It's time to close in on why carbon capture should be an essential investment. Давайте еще каточку говорили. Говорили все-таки. Еще каточку и все. И по йогурту и спать. Все знают анекдот. Я знаю. А я знаю. Дик Симин Найт. Ну-ка, направо поехали. Come on, let's go.
Вот я и приехал. Пожалуйста, осторожно. Да-да. Помогу, браток. Да ладно, поехали. Если уж детственник вот этот поехал, то мне тоже надо ехать. Слушайте, а вот эта вот модель хочет. Да. Знаете, какой вопрос назревает? А хули я так редко на тортянке играю? А? Зачитерился в поле. Он зачитерился в поле, ну что, вот. Как бы да. Пол нахуй. Это было близко, пиздец как. Это было не просто близко, это было пиздец как близко. Сюда, блядь! Пыталась пообщаться, но нам это не нужно. У Свет села домой. Да, да. И вас разве мама не говорила, не учила в детстве? После секса сразу домой. Сразу домой. Надо было спросить у нее, как по-шведски будет stick your finger in my ass. Это, кстати, охуенный, как тебе сказать, мне больше не меньше, чем нейролингвистическое программирование. Детки-то в Швеции стопудово по-английски шпрехают. Да, и она либо скажет, как это будет звучать, да, либо сделает вид, что не знает, хотя она знает, считает себя дебилом и сама съебет пораньше. Ах, блядь. Ну, то есть, как бы вы программируете несколько ситуаций сразу разом. Я понял. А его не пробиваю. Почему? Потому что калибр слабоват. Эх, блядь. Не по размеру. Он теперь без освета тянет. Never devil, а вошло. Шапокляк без освета. Ну вы даете, пацаны. Где-то из жопы отковыряли систему засвета. Но все никак не засохнет в этой ебаной игре. Значит так. Во-первых, очередное выражение почтения господину Плюхе, потому что то, что он такой беспредел он творит, не описать. Не описать. Также спасибо, ребятки, за поддержку. Гачеслейв прибухнул. Гачеслейв поиграл. Местами хуёво. Но кое-где было довольно-таки неплохо. Это, кстати, наверное, самая херовая катка на тортянке. Как выяснилось, нам нельзя было ехать выше, чем из ямы. Выше, чем из ямы. В общем, любите эту игру, любите жизнь и любите шведок. Желательно во все, куда можно их любить. Всех лабидав, друзья. Завтра увидимся. Будет с утреца стрим. Будьте здоровы, живите богато. Пока-пока.